каждого под крышкой черепной пульсирует свой шар, такой земной, а неземной у редкостных кружится. Не прописаться в нем и не прижиться, и не купить его, и не продать, а можно только словом передать. Александр Алшутов. Здравствуйте! Очередной выпуск программы «Отрицание», как обычно, будет состоять из разных авторских рубрик. Вы сможете увидеть сюжеты, подготовленные нашими постоянными авторами. Но кроме того, сегодня у нас премьера новой рубрики. Ее автор – известный поэт Александр Алшутов. О самом главном. Так решил назвать свою рубрику Александр Яковлевич. Думаю, что вам, уважаемые телезрители, будет интересно услышать то, что считает самым главным человек, умудренный большим жизненным и душевным опытом. Тот, кто знаком с Александром Яковлевичем Алшутовым, знает, что он обладает феноменальной памятью. Круг его интересов очень широк. Темы разговоров неиссякаемы. И поэтому при своей неуемной энергии он может рассказывать часами. И ему действительно есть что сказать людям. Я надеюсь, что Александр Алшутов станет нашим постоянным автором программы «Отрицание». Кстати, в разговоре со мной Александр Яковлевич сказал, что ему нравится название нашей программы. Но он предполагает, что не всем оно понятно. И поэтому свой монолог он решил начать с объяснения именно этой философской категории – отрицание. Здравствуйте. Что же это такое за философская категория отрицания? Ну, это прежде всего, вот наглядный пример. Хлебороб убирает урожай, его обмолачивают, мелют на муку, пекут хлеб, говоря во множественном числе, который одинаково необходим и миллионеру, и нищему. Но часть зерна не обмолачивается, не мелится, а хлебороб оставляет его себе на семенной фонд. Проходит какое-то время, и эти зерна он снова бросает в ту же самую землю, но которая снова вспахана, подготовлена и удобрена. То зерно, которое посеяно, погибает, но из каждого зернышка вырастают новые растения, на них колосья, которые несут множество подобных, точно таких же зерен, и так без конца. Это и есть закон отрицания. Но в жизни очень много других примеров, в объективной науке и в окружающей вас действительности их очень легко найти. Сегодня же я не хочу быть многословным. Это вы можете видеть каждый день. И я хочу говорить о самом главном, на мой взгляд. Что сегодня самое главное? Вот сегодня мне скажут многие, самое главное сейчас, то, что вовремя не платят зарплаты, детские деньги, то, что жить стало труднее, что жизнь стала менее предсказуема, появилась безработица, и вот это самое главное. Так думают люди колбасной идеологии. На самом деле это не так. Я буду говорить о другом, на мой взгляд, гораздо более главном. И буду измерять ценности по иной шкале ценностей. Так что же такое самое главное? На мой взгляд, вещи, которые часто незаметны, являются очень главной не только для нас, но и для наших детей и внуков. Вот за свои прожитые 63 года жизни я встречал очень многих людей, занимавшихся искусством в разных жанрах. Встречал я и ученых, и изобретателей, и был с ними дружен, знаком,
ну, в частности, физиков из Дубны, из Объединенного института ядерных исследований, из Курчатовского института в Москве. И видел среди них разных людей, как разных людей видел среди художников. Одни люди творчества говорят, что вот для того, чтобы создать что-то настоящее, надо себя беречь, приводит цитату Гёте: «Гений – это терпение». И с этим трудно поспорить. Надо беречь свой талант, не надо его закапывать в землю, это большой грех. Но в то же время иногда это доходит до абсурда. Появилась царапинка, там на эмали зубы, вот, у меня выпадут все зубы, и так далее, и он ищет у себя болезни. И в то же время я видел других художников. Вот, гениальный скульптор Эрнест Неизвестный, ну, после смерти Генри Мура, по-моему, лучший скульптор-монументалист в мире сейчас. Это общепризнано не только в нашей стране, но и во всех культурных странах мира. Да вот как-то в беседе он мне как-то сказал: слушай, Сташа, вот я воевал, и вот я, понимаешь, ранен несколько раз. При жизни появилась там надпись, что здесь похоронен лейтенант Неизвестный, парашютист, и так далее. Но это сообщение оказалось ошибочным. Да это не первый случай. У Григория Пажиняна также было у поэта. Но Ильич мне говорит: знаешь, Саша, я убедился в том, что когда я учился в Ленинграде, в Академии художеств, и я заметил, что те люди, которые говорили: вот, это мне делать вредно, я из себя готовлю гениального живописца, я из себя готовлю скульптора гениального. А вот те ребята, говорят, которые жили просто человеческой жизнью, и любили женщин, и пили водку, и хулиганили, ну что ж, когда это приходилось, все мы были молодыми, не злостными хулиганами, я имею в виду, я против хулиганства, но остроумные, поступок остроумный, который называют хулиганством, там, ну, в хартовской среде, то это не так. Вот из этих-то людей и получились настоящие художники, которые не боялись ни воевать, ни подраться, ни заболеть. И такие люди мне дороже, чем те, кто трясутся над собой. И вы понимаете, я никому не проповедую. Об этом можно спорить. Я бы очень хотел, чтобы наши вот телезрители, те, кто меня видит, на эту тему прислали письма, какими они видят жизнь художника. Одни думают, что это богема, обязательно безобразие. Да чушь это. Художник – это громадный работник. Будь он художник, живописец, график, будь он монументалист, будь это музыкант, или также изобретатель. Он очень много вкалывает, он работает, у него ненормированный рабочий день. Вы знаете, вот врачи, которые занимаются, ну, тем, какой труд оказывает большую нагрузку на организм. Об этом есть в рассказе Василия Аксенова, который так и называется «Катапульта». Так вот, оказывается, писатель, который работает в полную силу, поэт, прозаик, он испытывает такие же перегрузки на свой организм, как военный летчик-испытатель, который испытывает реактивные машины. Хотя сверхзвуковые. Хотя писатель не проходит ни ВЛК, летную комиссию, его не списывают по здоровью, а он работает 24 часа в сутки, чем бы он ни занимался. Понимаете, какая штука? Ведь художник работает постоянно, изобретатель тоже. Вы понимаете, Ньютон, или как сейчас говорят, Ньютон, никогда бы не открыл свой закон механики, если бы яблоко не упало ему на голову. И вообще закон гравитации, закон всемирного притяжения. И так и у художника. Часто к нему открытие приходит неожиданно, в самые неподходящие моменты. И вдруг потом это оборачивается прекрасным рисунком, прекрасным живописным холстом или фрагментом этого холста, или прекрасными строчками стихов. И в самый неожиданный момент. И это громадная нагрузка. Ведь писатель третьим глазом, так называемым, бесконечно наблюдает за окружающим и за самим собой.
Мне бы хотелось закончить свое короткое выступление, спасибо вам за внимание, кто меня слушал, коротким стихотворением Бориса Леонидовича Пастернака. Я никогда не заучиваю стихи наизусть. Те стихи, которые мне нравятся, они мне помнятся всегда. Вот я прочту или услышу на слух стихотворение, и потом проходит много времени, и вдруг я вспоминаю его дословно. Я прошу прощения, если будут какие-то неточности, но, в общем-то, я никогда не заучиваю стихи наизусть. Я помню все свои собственные стихи, которые написал за свою жизнь. А скоро уже 40 лет исполнится с тех пор, как впервые мое стихотворение было напечатано на страницах журнала «Юность». Валентин Петрович Хатаев еще его напечатал, а первый редактор и основатель этого журнала. Я тогда дослужил последний раз год в армии, это был 1958 год. Вот, а сейчас Борис Леонидович Пастернак, вот как раз стихи о том, о чем я только что говорил. Вот как они звучат. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивов, над рукописями трястись, ведь творчество – самоотдача, а не шумиха, не успех, позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. И надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов и погружаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за 5 но поражение от победы ты сам не должен отличать. И надо единой долькой не отличаться от лица. И быть живым, живым и только до конца. Вот, пожалуй, все, что я хотел вас сказать вам сегодня. Я от души благодарен всем, кто нашел время, чтобы слушать меня, смотреть нашу передачу. И буду благодарен всем тем, кто откликнется на нее, напишет письма на телерадиокомпанию «Комигор» для программы «Отрицание отрицания» и для рубрики о самом главном. До свидания. Тех, кто приходит в мастерскую живописца Анатолия Капотина, поражает обилие портретов. Ему, как художнику, был всегда интересен человек. Это основная тема его творчества. За серию портретов современников в 1983 году Анатолию Капотину присваивается звание лауреата премии «Коми комсомола», а в 1997 он становится лауреатом Государственной премии Республики Коми. Коллеги высоко оценили и организаторские способности Анатолия Васильевича, выбрав его председателем правления Союза художников Республики Коми. Но несмотря на административную загруженность, он по-прежнему много работает творчески. Мне кажется, что взгляд художника останавливается только на красивых лицах. Но Анатолий считает, что нет некрасивых людей. Может быть, именно поэтому его портреты отличаются богатством и разнообразием характеров и позволяют решать сложные живописные задачи. Портретист стремится передать не только внешнюю скорость моделей, но и психологическое состояние человека в определенной жизненной ситуации. Каждый человек – это личность. И в каждом человеке очень много всего того, чего
что необходимо для художника в творчестве. И каждый человек, знакомство с человеком, а если когда еще работаешь над портретом этого человека, познаешь через этого человека себя и мир. И очень важно, чем больше я общаюсь с людьми, тем больше я понимаю то, что мне надо как художнику, как человеку. После окончания Ивановского художественного училища с 1972 года Анатолий Капутин живет и работает в Сыктывкаре. Большую роль в творческой судьбе художника сыграло живописное село Анып Усть-Кулымского района. Красота окружающих мест вернула его к детскому восприятию мира. Именно здесь рождались замыслы будущих картин. Было написано множество пейзажных и портретных этюдов. Это не случайно. Я родился в Вологодской области, в деревне. Вот. И почти 11 лет я жил в деревне, прежде чем переехала наша семья в город Череповец. И вот тот уклад деревенской жизни мне просто близок с детства. И этот вот уклад деревенской жизни, он вот, отношения человеческие, значит, занятость человеческой землей, она мне близка до сих пор. И когда я преподавал в училище культурно-просветительном, мы с учащимися туда ездили на картошку, убирать картофель в село Анны. И когда я приехал первый раз туда, вот, на уборку картофеля, я увидел, что я окунулся опять в свое родное изначальное детство. И уже до сегодня я оторваться от этого не могу. Это моя жизнь, это мое творчество. Эти работы останавливают на себе внимание глубиной чувств художника, переживающего судьбу целого поколения. Ему больно за неблагополучие нашей земли, пугает своей заброшенностью села, осиротевшие деревенские старики. С особым вдохновением Анатолий Капутин пишет женские портреты. Живописец считает, что движущей силой жизни и творчества любого художника является любовь. Люблю женщин и всех людей люблю. И только любовь двигает моей жизнью и творчеством. Больше ничего. Люблю я. Движущим стимулом вообще любой жизни человеческой является умение любить. Если человек любит и умеет это делать, то человек может все, что угодно сделать. А художник создать свои самые лучшие произведения на тему о женщине, на тему о том мире, в котором он живет. Когда кончается любовь, кончается и художник, в первую очередь, и человек. Глядя на богатую цветовую гамму живописных холстов Анатолия Капутина, хочется возвратиться в мир его детства. Мать художника, которая сейчас живет в Череповце, Вологодской области, была прекрасной вышивальщицей. Скатерть на столе в мастерской художника вышита ее руками. И мне кажется, что яркостью и чистотой своего живописного языка он обязан и этим цветам. Смотрю я на эти вот вышивки и думаю, что вот это мое. И вот а как прийти к этому, я еще пока не знаю. В работах, написанных за последние годы, изменилось цветовое решение. Капутин обращался к творческому наследию прославленных мастеров. Сначала его увлекала живописная манера художников Возрождения, затем он тщательно изучал технику письма Ильи Репина, позднее увлекся импрессионистами. Эти поиски нашли свое отражение в картинах Анатолия Капутина, помогли ему найти свою манеру письма и выработать свой почерк. Многочисленные поездки по республике Коми и за ее пределы, встречи с интересными людьми позволили накопить и жизненный опыт, и материал для творчества. С годами художник становится более требовательным к себе, к своим работам. Я очень рад, что мне удалось побывать в некоторых странах. И я встречался там обязательно с художниками и вынес одну такую мысль, не знаю, правильно она или неправильно,
что по-настоящему, по большому счету, искусство, оно было и остается в России. Потому что, по-моему, что единственная страна в мире, которая живет душою. И поэтому русское искусство, взять любые его направления даже, оно в первую очередь предназначено, то есть оно в первую очередь живет душой. А вот западное искусство, оно больше рассчитано на какую-то эффектность, такую внешнюю эффектность. Или цветовую эффектность, или композиционную эффектность, какую-то, я бы сказал, такую раскрашенную ребусность. А в нашем искусстве остается именно основной задачей для художников – это душа. И мы пишем для души, для человека. И вот этим искусство наше до сих пор отличается и ценится. И вот вы много снимаете о художниках, о наших. И я думаю, что вы уже для себя отметили, что все мастерские заполнены произведениями этюдного характера, картинами. Вот. А когда я бывал в мастерских зарубежных художников, то мастерские пустые. Они только лишь показывали слайды тех картин, которые они написали. То есть они пишут для продажи, только для продажи. Они даже учитывают спрос конъюнктуры. Слово «конъюнктура» – это для них очень правильное, красивое слово, которое помогает им жить и творить. То есть что спрашиваться, то они пишут на потребителя. И вот и в этом даже отличается наше искусство, потому что художник в первую очередь пишет для себя. И то есть для себя. И старается в картине, в любую картину свою вложить свою душу. И чем одареннее художник, тем картина более, как бы сказать, не просто профессиональная, а более несет глубокий след эмоциональный на зрителя. Живописец работает в мастерской наедине со своими моделями и образами, считая, что творчество – это особое таинство. Анатолий Капотин хотел стать художником, чтобы писать о человеке. Он им стал.
Судьба артиста – это очень сложное понятие. Как она складывается, от чего она зависит. У этого обстоятельства столько превходящих сложностей. Иногда кажется, что завтра артист может проснуться знаменитым. Иногда случается так, что тот, кто вчера был еще знаменит, он на завтра уже никому не известен, никто его не помнит, потому что в памяти людей какой-то новый кумир. Когда эстрадный артист просыпается на утро знаменитым, мы, в общем, понимаем, что слава этого артиста весьма приходящая. Он моден только на какой-то момент. Судьба артиста, который занимается серьезной музыкой, обычно более сложна. А вот как складывается судьба человека, который как бы стоит между серьезной музыкой и поп-музыкой? Человек, который еще не выбрал своего подлинного настоящего пути. Маленькая деталь, маленький пример. Мало кто знает, что известный, может быть, самый известный в оперном мире дирижер оперы, дирижер новой оперы Евгений Колобов, а я с ним учился с первого курса консерватории, рядом мы сидели даже на лекциях, он долгое время зарабатывал как эстрадный певец. Он был исполнитель эстрадных, даже не песен, а песенок. Сейчас это очень известный дирижер, блистательный просто дирижер, и со своим коллективом объездивший весь мир. А может ли быть обратная ситуация? Предположим, человек, который начинает с серьезной музыки, наоборот, уйдет в поп-музыку. Все может быть. От того, как сложится судьба артиста, вернее, то, как она сложится, будет зависеть не только от него, но и от публики, от того, как он может нравиться или не нравиться. Речь сегодня пойдет об артисте, которого, быть может, уже некоторые знают. Он пока артист хора, но не просто артист хора. Это артист, которому доверяют отдельные сольные партии. Я слышал эти сольные партии, и они убеждают меня в том, что за этим артистом стоит понаблюдать. Просто стоит понаблюдать в плане именно исполнителя серьезной академической оперной музыки. Я слышал его в произведениях, которые можно назвать как-то вот между серьезной и, может, например, как он исполняет американский spirituals. И, в конце концов, это просто интересный человек, и, наверное, не случайно, вот он, может быть, единственный артист хора, который получает специальную стипендию Министерства культуры, как человек, который выделяется, так сказать, из общей массы. Человек очень интересный, очень оригинальный, и зовут его Андрей Максимов. У нас есть возможность встретиться сегодня с ним и поговорить. Вот давайте посмотрим на него. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Михаил Львович, уважаемые телезрители. Ну, вот я сказал, что вы находитесь на каком-то перепутье между серьезной музыкой и поп-музыкой. Это так? Я правильно сказал? Я должен немножечко вас поправить. В каком плане? Я очень люблю серьезную музыку, очень люблю свою работу в театре. Мне нравится выходить на сцену, слышать работу оркестра как часов, когда все это четко происходит, хорошими дирижерами. Но мне очень нравится петь эстраду. Эстраду петь именно в эстраде я почему-то, как ни странно, могу выразить то состояние души, в котором вот нахожусь в момент исполнения. Именно через эстраду, то есть именно эстрада служит вот тем каким-то ключом между зрителями и мной, посредством которого вот я могу передать какие-то эмоции, которых, к сожалению, пока вот не могу передать в серьезной музыке, в опере. Вы начали, собственно, с чего? Вас потянуло вначале к серьезной музыке или именно к эстраде? Нет, нет. Я с детства занимался эстрадой. С юных лет выходил на сцену, петь вот именно какие-то эстрадные песнюшки, там, в пионерском лагере, в школьном ансамбле и так дальше. На заводах, на дискотеках мы играли, пели. Волею судьбы, поскольку у нас в республике нет такого заведения, где можно профессионально трудиться на эстрадном поприще. Вот я попал сюда в театр, полюбил всей душой эту стезю, но продолжаю тяготеть все-таки больше
к эстраде, Значит, надо полагать, что вот чаша весов все больше склоняется в сторону. в сторону эстрады. Значит, вы намерены... А вы боитесь... Вы вообще чего-нибудь боитесь? Вот на этом пути. Это ведь очень неверный путь. Театр – это стабильность. Это каждый день работа, кроме понедельника, а то и в понедельник. Это выход вечером. А эстрада ведь штука очень неверная. Сегодня вы нравитесь, завтра нет. Я очень рискую, конечно, здесь, но почему-то Бог мне подсказывает, вот внутренний голос, что стоит рискнуть, потому что я боюсь. Есть одна вещь, которую я очень сильно боюсь в жизни. Это вещь, как бы так сказать, то есть вот какие-то препоны, если будут возникать на моем пути, непреодолимые, какие-то вещи, которые будут мешать мне найти хороший материал, исполнить его достойно и показать. Вот самый главный, конечный результат, показать зрителям свой материал. Вот я боюсь, если не сложится у меня в этом плане. Как-то вот это страшно, когда внутри что-то сидит, а возможности показать, выплеснуть нету. Это тяжело. А есть вот какой-то эстрадный певец, поп-певец, на которого вы хотели бы походить? Хотите, отгадаю? Иглесиас. Нет. Нет? Мне очень нравится, как ведет себя, как работает Валерий Леонтьев. Я глубоко уважаю этого артиста, этого человека. Есть также один певец, который совершенно недавно вот вышел на эстраду нашей страны. Это иммигрант Вячеслав Медяник, вот, который был ранее известен как Вячеслав Фомин. Тоже глубоко импонирует мне творчество этого певца. К стыду своему ни ту, ни другую фамилию я никогда не слышал. Мне очень стыдно. Очень стыдно. Ну, а если действительно возникнут непреодолимые трудности, насколько я знаю, правда, в общем, понаслышке, ведь в эстраде очень много решают деньги. Насколько я понимаю, вы человек не богатый. Мягко говоря. Да. Сзади, за спиной у вас, может быть, стоят мощные спонсоры, которые готовы в вас вложить. Нет, пока ничего такого нету. Я как раз вот хочу найти спонсоров сейчас, чтобы просто элементарно записать 4, хотя бы 5 песен, которые они у меня уже лежат готовые, которые я мечтаю исполнить, но вот... А чьи это песни? Песни самодеятельных композиторов, авторские песни. Вот среди них есть песни Владислава Можайкина, Алексея Гена и всевозможные песни, которые исполнялись очень давно известными певцами и композиторами, такими как Днепров, Вертинский. Я бы хотел эти песни как-то вот поднять из глубины, ремиксовать. То есть создать какой-то новый сегодняшний Новый вариант. сегодняшний, да, модерновый вот в нашем Вы в духе. них что-то находите такое для себя? Но я нахожу, вы знаете, как выражение такое бывает, когда смотришь в хорошие женские глаза, в глубокие, и такое выражение с головой бросится в омут этих глаз. Так вот, в моих песнях, в тех песнях, которые я хочу исполнить, присутствует тоже вот эта вот глубина, в которую просто можно, в которой можно утонуть. Даже вот. Из этого я заключаю, что, скажем, песни Газманова в вашем репертуаре не появятся. Ни в коем случае. То есть до конца вот именно попсовить я никогда думаю, что этого со мной не случится. То есть это не совсем попса, это опять-таки между серьезной музыкой и Да, безусловно. эстрадой. Ага, я только хочу пояснить, значит, телезрителям, что вот Алексей Ген – это самодеятельный композитор, один из очень немногих, кто работает в эстраде и еще на коми-языке. Значит, вы и коми-язык осваиваете или он вам знаком? Коми-язык мне очень немножко знаком. Очень немножко знаком. Очень немножко знаком. Я очень люблю этот язык, потому что мне всегда претила точка зрения людей, которые живут здесь у нас в Коми и говорят, что коми-язык нам не нужен. Ну как же не нужен, когда это земля, на которой разговаривают рядом с тобой люди. Просто элементарно понимать хотя бы, о чем они говорят, пусть не в деталях, но хоть о чем речь идет. Вот, я увлекался одно время очень сильно коми-языком. И Это сейчас что значит увлекался? Вы говорили на этом языке? говорил, даже пытался говорить, и вот в деревнях, где не общаются по-русски, И получалось? получалось, да, меня понимали, я понимал, ну, были ошибки, конечно, ну, Ну, понятно, значит. Ну что, значит, итак, вот мы
увидели. Но перед тем, как мы увидим, я хочу один такой вот вопрос задать. Я еще когда вы учились в училище, а я там преподавал и преподаю, Я помню. у вас была кличка Чилибадзе. Что это такое вообще? Чили вас называют. И когда я какому-то знакомому сказал, что я беру интервью, буду вот встречаться с Андреем Максимовым, он говорит, это кто такой? Я говорю, да Чилибадзе. Ну так бы и говорил. Ну так что это такое за кличка? Кличка, да, которая меня прозвище. преследует и по сей день. А кто вас так называл? Это очень старая история, она связана с моим глубоким детством. Я просто увлекался футболом в юности своей. Так. Вот, и был в детстве похож на, значит, такой, в «Динамо Тбилиси» играл игрок, Чилибадзе его звали. Очень просто все. И вот просто я был похож. Ну, вот со 2 класса общеобразовательной школы ко мне вот это прилепилось. Просто я служил в Новосибирске, где у меня знакомых не было. Меня откуда-то узнали и там, понимаете. То есть она преследует меня как тень. эта Я кличка. тоже первое, что услышал, говорит, да Чилибадзе. Я несколько лет считал, что Чилибадзе, вот у меня есть знакомый грузин Чилибадзе. Я сам был потрясен, когда узнал, что это Андрей Максимов. Максимов, да. Но, видимо, вы и сейчас похожи на Чилибадзе. Ну, Больше не встречалось вам вообще это лицо? Сейчас вы похожи, если вы во втором классе? нет, сейчас я немножко в другом направлении, то есть моя физиология сложилась. А вы не хотели бы, чтобы вы стали известным певцом по фамилии Чилибадзе? Я как раз, знаете как, я взял двойную фамилию для сценического псевдонима. Эта фамилия будет Максимов Чилибадзе. Вот так вот Так. необычно, вот так вот двойная фамилия, знаете, и не так, и не сяк. Вообще я близнец по знаку зодиака, поэтому вот эта двойственность очень свойственна. Ну что ж, тогда давайте послушаем, как поет Максимов Чилибадзе, и посмотрим, кто поет лучше, Максимов или Чилибадзе. Набирают силы холода до вьюги, примеряют реки белые кольчуги. Вроде нет причины для тоски кручины, но с душой неладно, видно, есть причина. Рассекает небо тонкая полоска, околдует север красотой неброской, как листву под ветром нас несет по свету. Есть земля и лучше, выбираю эту, выбираю эту с алыми закатами, с глухоманями, болотами проклятыми, где поскольку наперед бедой оплачено, по-людски нам жить ушедшими назначено. Набирают силы холода до вьюги, под снегами север все идет по кругу. Улетели птицы, кто же их осудит? Улетают птицы, остаются люди. Выбираю эту с алыми закатами, с глухоманями, болотами проклятыми, где поскольку наперед бедой оплачено, по-людски нам жить ушедшими назначено.
встретились с этим человеком в селе Деревянск Усть-Колумского района, в маленькой участковой больнице в конце марта 1998 года. На этот момент для 65-летнего Алексея Филипповича Бабко больница была местом постоянного обитания, местом, где он лечился и жил. Так уж случилось. Нигде не останавливаясь подолгу, не укореняясь, Бабко колесил по стране, работая где и кем придется. Семейная жизнь тоже не сложилась. В общем, все наперекосяк. А началось это почти полвека назад, в 1949 году, когда 17-летний Бабко в обычной сельской драке чуть не убил сына председателя сельсовета. По приговору суда дали 10 лет. Отбывал срок в пермских и кировских лагерях. Сегодня Алексей Филиппович Бабко утверждает, что ГУЛАГ стал местом его встречи с легендарным шведом Раулем Валенбергом, тайна судьбы которого остается одной из величайших загадок 20 века. Выдуманный Шиндлер из широкоизвестного фильма Спилберга спас от смерти сотни евреев. Реально существовавшему Валенбергу удалось уберечь от отправки в Освенцим десятки тысяч венгров. Он появился в Будапеште в 1944 году в качестве первого секретаря шведского представительства. К тому времени около полумиллиона венгерских евреев уже были отправлены в лагеря смерти. Валенберг начал действовать. Он наладил изготовление поддельных шведских паспортов, известных как паспорта Валенберга, и передавал их евреям. Он давал взятки и шантажировал высокопоставленных нацистов. Он стал спасителем, на которого до сих пор молятся во многих семьях по всему миру. В январе 1945-го Валенберга арестовала советская контрразведка. С тех пор существует только версия его дальнейшей судьбы. Его видели в разных лагерях и тюрьмах. Существует также официальная версия советских властей, по которой Рауль Валенберг скончался в лубянской тюрьме от инфаркта миокарда в 1947 году. Алексей Филиппович Бабко утверждает, что знал Валенберга под фамилией Раульсон и видел его сначала в камере пересыльной тюрьмы на Красной Пресне в 1949 году, а затем в лагере, располагавшемся рядом с поселком Осинцы под Пермью. Работая на ассенизационной машине, Бабко имел доступ во все части зоны и случалось помогал находившимся в этой же зоне интернированным, среди которых был и Валенберг Раульсон, передавать на волю лагерные послания. Последний раз, по словам Бабко, он видел Валенберга в августе 1953 года. Вот его рассказ, верить или не верить которому – ваше право. Большая зона, где-то даже не одна там зона была, там, по-моему, две зоны было. А третья была посередине, там стояло два отдельных барака. Значит, в той зоне были женщины, в этой мужчины, будем так называть уголовники. А посередине, ну, она зона была не охраняемая, охраняемая только снаружи, а снутри она перегорожена была забором, высоким забором. Там было два барака, или три, я не помню, по-моему, три. И в этих бараках как раз вот были все эти интернированные. Ну, их называли там в то время фашистами. Он так говорит. Среди уголовников ходила такая легенда, мол, там фашисты, там бабы. А вот тут мы. В 1953 году, это было август месяц. Ну, тут март, это вот умер Сталин, там это все передряга. Почему-то нас не стали, вернее, нашу зону на работу не стали водить после этой смерти его, потом какая-то стала там перемещение. Вот. Усилили охрану вот этих вот перемещенных. Уже если между нами внутри зоны не было простреливаемой запретки, так сказать, то потом сделали, поставили часов. А тут, да, конец августа, по-моему, произошел бунт. Началось все с того, что кто-то пытался, значит, по старым этим вот тропинкам проникнуть. Мы даже могли до этого бунта проникать в женскую зону. Понимаете, вот сквозь этот
зоны перемещенных лиц. Так, сквозь пальцы охрана смотрела, потому что там стоит один на вышке, там вторая зона была метров 800 по периметру. Понимаете, какая большая зона. Там в общей сложности было около 7 тысяч человек. Потом. И вот тут, значит, кого-то подстрелили. Какое-то авторитетное лицо среди жуликов. Ну, они имели, конечно, большой вес там, нечего говорить. Значит, что? Давай будем восстание делать. Большинство, конечно, не были согласны с этим решением. Но они так, с ножами заходят в казарму. В казарме, значит, вот у нас в секции жило 55 человек. Барак не имеете? Да, барак. Вот 4 секции, это 200 человек. Заходит 4-5 человек с ножами, все знают, что это жулики, а ну, на вахту, к вахте вернее. Вот таким путем они выгнали все к вахте. Это было, значит, после работы. Часов в 6 вечера, август месяц еще светло, прошумели до утра, вахта была блокирована снутри, утром на работу никто не пошел, тут уже на крышу полезли, на эти бараки. Администрация видит такое дело, я до сих пор помню фамилию начальника лагеря, Товстокорий, капитан. Даю, говорит, вам вот сейчас 10 минут, чтобы все были по баракам. Иначе открываю огонь на поражение. Это солдаты. Смотрим на вышках с пулеметами. Ну, тут, значит, впереди стоят эти все мужики, так называемые тогда, а сзади с колами, с ножами подпирает жилье. Все, бедный мужик деваться не было. Или там пуля, или тут нож. Ну, я не знаю, администрация, конечно, знала такое явление. Ну и вперед. Сначала начали поливать с автоматов. Автомат были ППШ. До сих пор. Передние ряды были сраженные. Ну, там, я там был где-то в середине, так сказать. Но видно было охи, стоны, трескотня, толпа вперед-назад. Побежали, тут смяли этих жуликов, в общем-то, по баракам. Более смелые там остались, кирпичи в руки, в общем, что попало, и на этих солдат. Ну, а солдат, что получил приказ, начинает поливать. Ну, и, в общем-то, пулемерно достал. Лежат раненые. Несколько человек убитых уже было. Ворота закрылись, они ушли. Свое дело сделали. Проходят сутки. Значит, на крыше на одном из бараков появился флаг. Просто небольшая, вся в крови. Просто. Своеобразный флаг. На угловых вышках, на вышке возле вахты забито было автоматчиками и с фотоаппаратом. Тут до меня дошло, что не дай бог попасть в этот фотоаппарат. Это второй срок точно. Мы знали точно, забор, правда, высокий, что в этой стране очень много людей. Зона находилась среди поселка. Не знаю, там кто-то, может, поддерживал, кто-то нет. Вот то, что заблокированы были на 3 дня. И вот, значит, во время этой блокады эти вышки, которые были внутри, они были сняты, там охраны не было. Заборы сломали, и мы уже свободно могли ходить к женщинам к нам сквозь эту маленькую зону, где находились их наполнения. А я не понял, почему сломали вот эти вот заборы? Так раз внутри никакого надзирателя не было, тут бунт, только была такая мощная охрана снаружи. Нет, мы разбежались. Вот. И однажды мы, значит, вдвоем, ну, дело молодое, пошли к бабам, пошли. Тут дорогу нашли, проходим туда. Ну, вот, до бабы не добрались. Там другим способом, который надо было, у нас не было возможности. Надо было там идти с деньгами, там, такое дело.
И за это время к нам, значит, в зону привозили, вернее, на машинах питание в этих канистрах. Хлеб привозили. И к ним тоже. Но у нас питание слабоватое было эти дни. Там кухня работала, не знаю. Такая масса людей, не так легко было добиться. Мы зашли в барак, к рыбалкам, так будем называть их. И они меня узнали. Один подошел, хорошо говорил по-русски. Ты вот водителем был на этой машине? Я. Ну, дальше больше, значит, привели мне тут. Там у них тоже барак был большой, но коек не было двухъярусных. А были одноярусные такие. Посадили, значит, на койку. Угостили сигаретами. Даже пачку с собой дали. Не помню, какое название, но не наше. И чай пить. Чая у них не было, они заварили кофе. Тут я понял, что им очень была мощная поддержка со стороны. Ну и разговорились, значит, вот там частично некоторые всякий новый человек вроде, вот пришел этот парень, который со мной был, там в другом углу сидит. Ну, я понял из той беседы то, что как наладить связи, и что будет после этого бунта. А они принимали участие в бунте? Нет. Никогда? Да и не могли. Строго охраняли? Нет, не то, что строго, им не надо было это. Они просто были, так сказать, не то, что изолированы, но жили отдельно. У них были интересы, свои друзья. И вот, значит, он мне напоминает, который типа переводчик был. Говорит, помнишь, мы, говорит, ты приезжал туда, ты не обратил внимания на радиатор? Я уже обратил внимание. А что с этой запиской? Я говорю, я отправил по этому адресу, а какой же? Ну, мы, говорит, почему-то не получили вроде ответа, но так как я дал бесконвойнику, я сам не мог ее почему-то ящик бросить. Не знаю, судьбу этой бумажки. Ну и в процессе беседы опять выявляется эта фамилия Раутер. И тут впервые я услышал Валенберг, значит, представитель какого-то, в то время было, я не знаю, общества, не то Красного Креста, не то что-то такое, ну не знаю я точно. Вот. И опять вторично, значит, я, знаете, зрительная память у молодого была очень остра, что вижу, что второй раз я с ним встречаюсь. Он тут же сидит, да? Да, был немножко в сторонке, правда. Не вмешивался в эту беседу. И даже сейчас могу обрисовать его. Где-то на вид 35 лет. Это, ну, если по меркам того времени, по той жизни. Немножко лысоватый, волос редкий, такой белесый волос. Нос удлиненный. Ну, сказать, что это совсем худой, нет, худощавый. И вот в тот день, когда вот последний раз я их видел, вот этот переводчик мне и сказал, нас, короче, здесь много, и все, говорят, мы вроде без сроков. И вот не знаем, что с нами будет дальше после этого бунта. Ну и там вопросы и ответы такие непринужденные, значит, в этой беседе. Он мне сказал, это вот люди, которые, вот это вот шведское посольство, такое, целиком здесь, сколько их было, я не знаю. Это вот литовское посольство, вот. Это латвийское посольство во главе с Монтерсом. Был такой, я не помню, или он министр был иностранных дел, или министерство иностранных дел работал. Ну и стал называть, там, вот почему я запомнил фамилию Монтерса. И я говорю, а Раульсон, но он выделялся чем? Понимаете, он не вмешивался в какие-то вот такие общие разговоры. Если где-то вот там 2-3 человека, как я знаю, ну, присутствие, то он старался как-то избегать. И вот эта отчужденность, у меня возникла такая ассоциация к нему, что он вроде бы, ну, по тем понятиям, отъявленный фашист.
И вот после этого они мне, значит, сказали, что нет, это люди, вот, это вот Валенберг. Говорят, почему? Так и сказали Валенберг? Да. Показав на Ульсона? Да, вот, нет, их там двое сидело, Да. а который из них Валенберг, он мне не сказал. Показал, что вот это Валенберг, он говорит, очень благородный человек, у него очень благородные родственники, вот. Я с ним встречаюсь первый раз на Красной Пресне, он был фамилию Робинсон имел, Вольдемар. Вальдемар? Да, А за Ульсон. Он говорит, вот я вот пояснил, что когда мы уезжали оттуда, кого, говорит, по номерам вызывали, а нам, говорит, дали совершенно другие фамилии. Он назвал даже свою фамилию какую-то, его родную, а я, говорит, вот что-то назовусь, да. Но это, по-моему, последняя встреча с ним. А после этого бунта, значит, развезли всех. С нашей зоны я попал, опять посадили вот вагоны телячьи и привезли в Кировскую область в леса. А интернированных собрали всех, посадили в машины и увезли. Я не знаю до сих пор куда.